История чеченского народа, в истории ее больше, к сожалению, трагических страниц в прошлом. Начиная с Кавказской войны, где 25 лет уничтожался чеченский народ, в результате которой имам Шамиль, будучи предводителем, благополучно сдался в плен добровольно и покинул Чечню, оставив ее в разрухе. Я вот смотрел камеральные списки. В 1859 году закончилась эта война около горы Верхний Гуниб. Пленение Шамиля произошло. После этого через 7-8 лет, по-моему, в 1868 году были изданы списки, камеральные списки, так называемые. Но это как перепись населения. И на что я обратил внимание? В этих списках каждое село отдельно там описано. Очень редко встречается человек более 50-летнего возраста. То есть половина народа, взрослого населения, чеченцев, было истреблено. Ну, Шамиль благополучно уехал в Кайлугу со своей многочисленной родней, свитой, и благополучно там обосновался. Это одна история. Сделал свое дело. Сделал свое дело. Далее, с 1965 года началось переселение чеченцев в Турцию. Что интересно, нас не жаловало ни царское правительство, ни советская власть. К сожалению, мы так, наверное, избранный народ, чтобы страдать нам пришлось. В 1965 году, когда началось это переселение, переговоры шли между Турцией и Россией. И убедительно доказывали людям, что это не веление царского правительства, а сами народ как будто бы путем подкупа влиятельных людей убеждали людей, что мусульманская страна, нас ждут там распростертыми объятиями и так далее. И что интересно, еще что интересно, Турция хотела поселить наших людей около границы. Российское правительство, начиная с царя, настоятельно требовали от них удалить от границы чеченцев. Вот сейчас многие, кто не знает этого, обвиняют Турцию, что они поселили их в плохом месте, в болотистых местах. Под многократным напоминанием, убедительным напоминанием российского правительства, они только вынуждены были их туда поселить. Хотя были поселены они вначале около границы. Российского Царского, да, конечно. В результате переговоров царского правительства во главе с царем эти люди были отодвинуты далеко от границы. Несколько раз на грани срыва были эти переговоры, что вообще они не примут их. Причем убеждали наших людей путем подкупа, что это их желание, не желание российского правительства, как можно больше людей из Чечни удалить. Ну, подкупались старшины, да? Старшин. Муллы, которые говорили с народом. Да. Уговаривали. Да. Там по именам, вот недавно мне это попалась книга «Переселение чеченцев в Турции». Кстати, Осетин ее написал, Загоев. Закончилась эта трагедия. Но самая ужасная трагедия в истории чеченского народа, это, пожалуй, выселение 1944 года, февраль 1944 года. Многие почему-то называют это депортацией. Депортация – это не то слово. Депортация – это возвращение, насильственное возвращение из какой-то страны в свою страну.
Допустим, сейчас за границей депортируют наших, кто неправильно ведет Это себя. официальный правительственный указ был. Это цитата оттуда, депортация. Но Слово оттуда взято. это неправильное выражение. Это был настоящий геноцид. Мне было тогда 2 года. Моя мать с 4 детьми на руках, без мужа. Муж находился на фронте. Трудовую армию его забрали, так он исчез, пропал без вести. И вот мы поселились в Талдыкурганской области. Конечно, первые годы я не помню, будучи тут. Уже где-то с 47-го года я все хорошо помню. Нам повезло в одном плане, что мы в не очень холодное место попали, в Талдыкурганскую область. Это потом она стала Алматинской. Так относительно морозу сильно не было. В то время как наши дяди, допустим, по матери, в Актюбинской области, там их заносило до самой крыши. Ну, зимой туннели прорывали, чтобы это самое, выходить из дома. Одни печные трубы были видны, такие морозы были. Мы попали вот в более-менее относительно благоприятное место. И еще нам повезло в том, что попался председатель колхоза, который как-то отнесся к нашей матери без мужа и так далее, где-то помогал. Я не помню такого, чтобы мы с голоду умирали. Но, конечно, мать трудилась, чтобы мы не умерли. И что она делала? Выброшенные овечьи шкуры, забирала эти шкуры, отдергивала эти шерсть, стирала ее, вязала носки и продавала на базаре. Мы ждали, когда она возвратится с базара на окраине села. Когда она шла с опущенной головой, мы уже знали, что она ничего не удалось ей продать и ничего купить. Когда спокойно шла, мы уже были убеждены, что что-то нам повезет. То есть я хочу сказать, что такого, чтобы мы умирали с голоду, она не допускала. Потом она устроилась на работу. Работала с мужчинами, канавы рыли там. Тикмень, круглая такая тяпка была, тикмень. Вот эти тикмени рыли канавы. Там давали полкилограмма хлеб. Этот полкилограмма хлеба мужчины многие съедали полностью сами. Она делила на 4 части, и одну часть съедала, и остальное приносила нам. Так мы выживали. Что касается самого процесса выселения, очень по-разному происходило это. Что удивительно, был приказ, жесткий приказ, в течение 24 часов весь народ должен был быть погружен в эшелоны. Многие люди ничего не успевали взять в дорогу. Просто вышвыривали из домов полусонных людей, и детей в том числе, и сажали машину где-то пешком. Вот у нас, например, 7 километров от нашего села Багачарой до Шара-Аргуна. 7 километров пешком по снегу заставили идти. Такое же было и во многих местах. Тех, кто не мог идти, без разговора расстреливали на месте. Я уже не говорю о Хайбахе, где сожгли там 700 человек. Я не говорю о других местах. Но мне запомнился один рассказ. В Белгородской области в газете был опубликован много лет назад, еще в советское время, небольшой очерк Василия Полубоярского.
И кто такой этот Василий Полубоярский? Он бывший командир взвода Эдельвейс. Статья называлась «Красные эсэсовцы или история исчезновения села Майсты», высокогорного села Майсты. Что там произошло? Это перепечатала наша местная журналистка Джургаева. В газете «Комсомольское племя» была эта статья. Что там произошло? Это высокогорное село Майсты было отрезано от внешнего мира. Единственная дорога, которая вела к этому селу по горному склону, обвалилась и рухнула в пропасть. И они были полностью отрезаны от мира. Что теперь делает это Эдельвейс? Специально натренированных таких отборных эсэсовцев красных направили туда. Они спустились с горы на веревках. И что теперь делать? Начали советоваться. Мы же не будем весь народ поднимать на веревках. Посовещавшись, командиры решили, внес предложение, забыл его фамилию, грузин один, расстрелять всех. Когда это объявили этому отряду, один командир взвода воспротивился этому. Взял на себя такую смелость сказать, что вы делаете. Ему сказали, становись тогда туда, к ним тоже будешь расстрелян. И он стал вместе с чеченцами туда, и не только он стал, и его весь взвод. И весь этот взвод был расстрелян. Это не выдумка, это пишет участник вот этого мероприятия. Командир другого взвода, который участвовал в этом мероприятии. Который расстреливал. Да. Все-таки. Да. Тех, Ну, на ту сторону. На старости лет, видимо, у него совесть заговорила. Ага. Да. Все они были расстреляны, сброшены в пропасть. И дальше таких случаев было очень много. Больных расстреливали, тех, которые в дороге падали, друг другу помогали, вели, несли. Кто-то успевал там бричку запрячь, сани запрячь. Многие дальних сел, куда машина не подходила, многие пешком шли. Но, понимаете, дело в том, что все-таки среди тех жестокостей, среди тех нелюдей находились люди, которые все-таки помогали. Ну, конечно. Один офицер сообщил своему хозяину, что вас будут выселять, продай все, что у тебя есть. За несколько месяцев до этого сообщил. Под угрозой расстрела. А угроза расстрела была реальная. Одну связистку, которую, вот здесь я описываю это тоже, связистка, которая проживала в доме в чеченском, хозяйке дома, пожалев ее детей, тоже сообщила об этом, что вас будут выселять. Об этом узнал командир. Тут же в этом же дворе эту связистку расстрелял. Это было по выселению. В дороге умирали массой умерших, кого-то в специальный вагон загружали, а некоторых на ходу выбрасывали в снежное поле. Некоторые прятали свои трупы, надеясь, что куда-то доедут и могут похоронить. Все эти ужасы вот здесь описаны в этой книге. В Казахстане тоже в разные условия попали люди. Вот мы, я рассказал в начале, вот такое условие попали. А в некоторых местах люди, обреченные властью, которые обязаны были чем-то помогать, чтобы люди не умерли, полностью игнорировали этот приказ и абсолютно ничего не делали, и люди молча умирали. 52-й год, потому что я учился уже в 3 классе, в 49-м я пошел в школу, и это был 52-й год, скорее всего.
А моего дядю посадили. Он избил бригадира за то, что он оскорбил мою мать. Его посадили в тюрьму. И мать чувствовала себя очень виноватой, что из-за нее. И решила во что бы то ни стало навестить его в тюрьме. Эта тюрьма от нас недалеко была, ну, относительно недалеко. Где-то, наверное, километров 10 все-таки. И она собрала еду, все, что у нее было, и решила навестить его дядю в тюрьму. Я увязался за ней. Она доказывала мне, что нам придется идти пешком, что ты не выдержишь. Но я настоял, чтобы она взяла меня с собой. И вот мы отправились в путь. Шли почему-то лесополосой, через пашни, через овраги. А рядом где-то проходила дорога. Я спрашиваю у матери, а почему мы идем в лесополосе? Там ездят машины, там ходят люди. Она отвечает, это другие люди. Я спрашиваю, как другие? Почему мы не можем там? Она говорит, мы не на своей родине, мы находимся на чужбине. Пойми. Я говорю, а почему мы находимся здесь? Она мне отвечает, ты только никому не говори, никогда в жизни не говори. Это Сталин нас сюда выслал, а наша родина – Кавказ. И вот эти слова я запомнил на всю жизнь. И я спрашиваю, ну почему там такие же люди ходят? Нет, говорит, мы другие люди, они другие люди. И вот мы все-таки навестили дядю. Он неслыханно обрадовался, конечно, долго у него были. Слава Богу, обратный путь нас добрый человек отвез. Он привозил туда, в тюрьму, матрасы, и обратно должен был ехать в нашу сторону. Наверное, обратный путь я бы не выдержал пешком. Мы приехали домой, все благополучно. Это прошло. Настал 1953 год. Я уже в 4 классе. Сидим мы на уроке, вдруг тихо постучали в дверь. Наша учительница вышла в коридор, и через некоторое время вся в слезах зашла в класс. Не просто в слезах, у нее ручьем текли слезы. Мы спрашиваем, что случилось, я уж не помню, честно, ее имя, отчество. Она говорит, Иосиф Виссарионович умер. И зарыдала буквально навзрыд. Следом за ней, конечно, зарыдал весь класс, но мне не хотелось плакать. Мне еще со мной рядом, по-моему, он был немец, мальчишка. Он и я не плакали. Да, я сначала не понял, Иосиф Виссарионович. Мы переглянулись с этим мальчиком. Он говорит, это ж Сталин. А вот в чем дело. Вот почему я не плачу. Как я могу плакать на смерть человека, который нас лишил Родины, лишил всего. И мы потихоньку смазывали слюной глаза, чтобы подумали, что мы плачем. Вот так вот этот эпизод мне запомнился навечно. Ну, что касается нашего пребывания в Казахстане, это я уже вначале говорил об этом. Настолько пропаганда работала. Тогда ведь не было таких средств массовой информации, как сейчас, телефонов, там, гаджетов всяких и все прочее. И все-таки слухи распространялись буквально с молниеносной скоростью. И когда нас выселили в Казахстане, уже мало того, что нас лишили всего имущества, и дома, и родины, и все прочее.
Еще пустили слух, что приедут к вам людоеды. И все дома казахские были зарешочены. Однажды дядя мой шел, еще до тюрьмы это было, шел по улице косматой папахой, все, и за ним увязались мальчишки. Чечен, там начали бросать камешки. Но он долго их отгонял, но потом не выдержал, взял камень и запустил камень в мальчишку. Тот заплакал, побежали они в контору. Тут же собрались люди и начали говорить, что ты хотел съесть этого мальчишку. И опять в контору потащили его, еле-еле отговорили его. Вот эти несколько эпизодов мне хотелось рассказать. Арби, а вот когда вы уже приехали сюда, вы помните вот это восстание, которое было в Грозном? Нет, мы приехали в 60-м году только. А, вы не видели, да? Нет. Хорошо. Но я по рассказам, я, кстати, вот в книге у меня «Длиною в жизнь» на русском языке роман у меня есть. Там я описывал это событие по рассказам. Вообще, кто спровоцировал? Была ли это специально созданная ситуация? Конечно, конечно, без сомнения. Эта ситуация готовилась на самом верху, в обкоме партии. Когда рассказывал бывший заместитель председателя Совета Министров, фамилию забыл уже, он рассказывал, когда они сделали запрос, он был в комиссии этой по восстановлению, когда запросили Урус-Мартановский район, сколько беженцев они могут принять, первый секретарь Урус-Мартановского райкома партии, он тогда назывался не Урус-Мартановский, а русское название было, ответил, что могут в год принять 2 человека. Настолько вся республика была подготовлена к тому, что при любых обстоятельствах надо помешать восстановлению республики. И вот эта ситуация в Заводском районе, в доме культуры были танцы, там 2 пьяных, отслужившие моряк, один и другой, дебоширили сами и пристали к этим чеченцам. Ну, в драке он его ударил ножом и убил этого военного, то есть солдата бывшего. Этот труп они подняли, положили на носилки, подняли на машину и по всему городу разъезжали. То есть обычная бытовая ссора, бытовая ссора, да. Они превратили вот такой политический фарс, да? Да, это было подготовлено. Потому что первый секретарь обкома Яковлев настаивал, чтобы Чечен-Ингушскую республику восстановили в Казахстане, дали там автономию им. И многие, все буквально секретари обкома, секретари обкома, все, кроме единиц, вот когда я говорил о Филькине, единственный человек, который был секретарем обкома партии, который сказал, нельзя этого делать, ни один чеченец не заходит жить на чужбине, чтобы автономию там создать. Тогда начали говорить, куда мы денем этих людей, которые здесь живут. Он сказал, надо им дать суду, пусть едут к себе, откуда они приехали, и там обустраиваются. Это единственный Филькин выступил. И председатель райисполкома, кстати, тоже выступил за то, чтобы республику восстановить на том же месте, где она была. Но все-таки дух, который присущ нашему народу, помогал друг другу помогали с чем есть, своими продуктами. Вот там описывают один случай, когда моя мать, говорит, была героической женщиной. 20-градусный мороз,
Где-то она услышала от местной жительницы, что где-то в километрах 15 есть поле, где остались колосья, неубранная ячмень. И мы, говорит, втроем, ей было там 10 лет, сестра и мать по колено в снегу добрались до этого места, раскапывали эти зерна под морозом, нашли там подвал где-то неизвестный. И в этом подвале они провели 2 суток, собирая этот ячмень. И 3 ведра ячмени собрали, привезли. И это, говорит, нас от смерти спасло. Ну, те, которые не имели такого мужества, молча умирали. Но многие друг другу помогали, чем могли. Позже, немножко, когда люди освоились, начали строить себе дома, начали приобретать жилье. И самое интересное, что люди белхи устраивали. И больше того, даже чтобы как-то молодежь развлечь, устраивали синкьером, лаузер, и друг другу очень помогали. Наша интеллигенция от начала, от самых дней переселения и до конца были убеждены, что это временно, все равно мы вернемся, и делали все возможное, чтобы дойти до власти, до Кремля, и писали, и ходили, начиная с Автарханова, который жил за границей, Гугаева, Салауди в Америке, который жил, они писали. Описывается, как Хрущев приехал в Казахстан. Это был уже 1956 год. Его спросили: Никита Сергеевич, когда нас отправят домой? Он ответил так: вы терпели 12 лет, потерпите еще немного. Вы уедете, увидите свою родину. Эти слова из уст в уста передавались во всех селах, по всему Казахстану, по всей Киргизии и прочее. И после этого вот наши, кстати, наша делегация во главе с женщиной Нинциева, там была Арсанукаева, по-моему, несколько женщин в Алмате, когда Хрущев был в Алмате, попали к нему на прием. И он обещал им, что вы вернетесь на свою родину. И возвращение тоже было, конечно, не самым организованным. Первые наши жители после 1956 года, после того, как на съезде прозвучал доклад Хрущева о культе личности Сталина, уже воодушевленные этим начали приезжать домой. Но здесь их никто не ждал. Больше того, выселяли, выпроваживали назад. Целая группа, целое село, приехавшее на территории Хасавюртовского района, местная власть погрузила на машины, привезла в Хасавюрт, погрузила в вагоны уже. И только вмешательство Гайрбекова, когда он узнал об этом, удалось вернуть их обратно. И он им сказал: ни в коем случае не соглашайтесь, когда вам будут говорить совместное проживание и все прочее. И, кстати говоря, наши соседи, добрые братья, тоже не лучшим образом показали себя. Вот у меня здесь, кстати, есть иллюстрации художника этого, когда нас встречали, вот в собственный дом не пускают, вот эти дагестанцы сидят там. Держите, держите. Все. А таких
фактов было сотни, тысячи. Сотни. И, кстати, в населенных пунктах, плоскостных населенных пунктах, люди выкупали собственное жилье. Вот у нас здесь есть документ, нам удалось с архива его достать, где показан документ, когда люди выкупали собственное жилье. Куда я его дел? Вот. Сейчас. Вы же можете потом комбинировать. Да, да. Можем. По времени сейчас вы не ограничены? Ага. Шортхан Йохон. Вот. Посмотрите на этот документ. Это нам с архива Урус-Мартановского разрешили снять специальное разрешение, где люди выкупали собственное жилье. Цена стоит, русские фамилии, которые заселились там, и люди, которые покупали собственное жилье. И такие факты были. Что касается власти, власти делали все возможное, чтобы эта республика не состоялась, чтобы людей не вернули. Предлагали разные варианты. Выделить в Казахстане территорию, создать там автономию. В Киргизии такие варианты были. Первый секретарь обкома партии, тогда бывший Яковлев, убедительно доказывал, что нет никакой возможности людей принять, столько все заселены здесь и прочее. Кстати говоря, у меня здесь есть раздел «Люди, отстоявшие честь чеченского народа». И одним из этих людей был Зияудин Мальсагов. Когда в обкоме партии шло заседание по поводу этого возвращения и восстановления республики, Яковлев привел такой пример. Вот полный стакан воды стоит. Вот можно в этот стакан еще налить воду? Этот Зияудин Мальсагов встал со своего места и сказал: можно. Подошел, взял этот стакан, выплеснул в окно и сказал: наливайте теперь. Вот такой пример. Какое мужество надо было иметь, чтобы вот такой секретарь обкома партии. И, конечно, все стало на свои места. Постепенно люди уже с разрешениями начали возвращаться. Постепенно начали уходить люди отсюда, те, кто занимали эти дома. И были, кстати, в обкоме партии еще был такой Филькин Василий Федорович, бывший секретарь обкома, кстати говоря. Но в это время он уже был секретарем парткома нефтяного института. И он на бюро обкома партии открыто заявил: никаких автономий не должно быть где-то в Казахстане. Люди должны вернуться в свои дома. Открыто заявил вот этот Филькин. И Василий Федорович Русин был такой, чисто говорил на чеченском языке, кстати говоря. Он был секретарем обкома райкома партии Урус-Мартановского, Ачхот-Мартановского района. В это время он в этом, по переселению, оргкомитет, был членом оргкомитета. И он, и Филькин, и некоторые находились. Кстати, председателя горисполкома обвиняют тоже, что он, так же как Яковлев, был против восстановления. Ничего подобного. Он, оказывается, тоже на бюро обкома заявил, что людей надо поселить в свои дома. Людей, которые живут в их домах, под любым не предлогом, а надо сделать все возможное, чтобы они тоже были не выброшены на улицу, дать им суды и отправить на свои родины, чтобы они там обустраивались.
То есть восстановление республики пошло, конечно, своим чередом. Но очень Но это тяжело проходило. очень да? тяжело. Многие села были закрыты вот до самой перестройки. Люди не могли вернуться в свои родные села. Но Горные особенно, да? горные, Не пускали. горные районы вообще не пустили. Вот мой дядя, кстати говоря, в Шатойском районе, у нас Чеберлоевский район тогда был, село Багачурой у нас было. Вопреки всему построил там дом, со своей семьей поселился. Без разрешения. Без разрешения. 2 раза у него разрушали этот дом. И 2 раза он восстанавливал. И вот то, что не пустили людей в свои районы, горные районы, это была большая трагедия. Это же житница была Чеченской Республики. Столько там добра было, столько пастбищ, столько скота. И когда не пустили в эти районы, это была очень большая трагедия. И ошибка большая была. Вот эта книга, я ее писал несколько лет, начинал ее писать несколько лет. И эпиграфом к этой книге я взял слова абхазского писателя Георгия Гулиа. О чем он говорит? Сейчас я вам зачитаю. Вот его слова. Это по-чеченски у меня. Мах бевлир нохчи шамбель штя, Кавказ сидахош. По-русски это звучало так. Чеченцы покинули горы, унося на своих плечах честь Кавказа. Почему мы об этом пишем? Почему эту книгу я написал? Почему вы собираетесь создать фильм? Не для того, чтобы озлобить молодежь, не для того, чтобы у них возникло чувство мести, озлобленности, не береги раны. Такие звучат такие призывы. Конечно. Но я думаю, что надо знать свою историю. Если абхазский писатель пишет о том, что чеченцы на своих плечах унесли честь Кавказа, это надо об этом подумать. Как наши деды сберегли честь своих отцов, свою честь женщины, как они отстаивали это в Казахстане и после возвращения. Об этом должна знать молодежь. И эта трагедия, наверное, так бы и продолжалась у нас. Если бы, мы помним последние 2 войны чеченские на истребление. Эта трагедия так бы и продолжалась, если бы Всевышний нам не послал Далгазов Тхобалдаильцин Ахмад Хаджи, который сказал: мы научились выживать, всю жизнь мы выживаем. Давайте научимся жить. И вот после этого, вот в этом ключе молодежи надо помнить, через что мы прошли, чтобы это наступило вот этот сегодняшний день. Чтобы ценить Чтобы ценили. это время сегодняшнее. Да.